В эфире программа «Новости IT». Здравствуйте! Китай доставил на Марс своего дрона. Не успел марсоход из Поднебесной сесть на поверхность планеты, как Пекин уже обнародовал. Первые снимки, сделанные аппаратом космического путешественника, доставил на Марс беспилотный космический корабль Тяньвэнь-1. Он успешно опустился на равнине Утопия. Посадка заняла 9 минут, марсоход же назвали Чужун в честь бога огня. Он будет исследовать почву и атмосферу Красной планеты, а также искать следы жизни, воду и лед, питаясь при этом энергией от Солнца. Для создания следующего робота не понадобилось целого космического агентства. 13-летний школьник из КНДР разработал устройство, которое самостоятельно перемещается по учебному заведению и проводит дезинфекцию помещений. О роботе-уборщике Артем Сторонов. Центральное телеграфное агентство Северной Кореи в среду распространило кадры, на которых, как утверждается, запечатлен робот для дезинфекции помещений, разработанный 13-летним школьником Ин Ир Ченом. Кубическое устройство самостоятельно перемещается по школе, обходя препятствия на своем пути, и разбрызгивает обеззараживающий состав из 5 отверстий. Кроме того, им могут пользоваться и сами учащиеся. Робот выдаст им порцию для дезинфекции рук. Сначала я удивился и не поверил тому, что школьник может сделать робота, но он взял и собрал его. Власти КНДР утверждают, что в государстве не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Тем не менее, республика закрыла границы и ввела запрет на перемещение по стране, что нанесло большой вред торговле и экономике. Поговорим о России, где недавно начала работу платформа «Мышеловка», которая предназначена для выявления мошенников и борьбы с ними. С помощью сервиса жертвы злоумышленников смогут сообщать о происшествии и получать алгоритм действий в той или иной ситуации, а также всю необходимую информацию о преступных схемах. Кроме того, эксперты и волонтеры будут анализировать сообщения, собирать в единую систему и передавать данные в Центробанк, а также правоохранительные органы. До этого, на прошлой неделе мы уже рассказывали, что МВД объявило о создании нового сервиса под названием «Антимошенник». Он заработает в мобильном приложении ведомства. Пользователи смогут получать уведомления о том, что им звонят с подозрительного номера. Кроме этого, в приложении предусмотрен и так называемый белый список номеров, куда пользователь будет добавлять проверенные телефоны. Биполярное расстройство Илона Маска бьет все рекорды. Сначала он опубликовал информацию, что Тесла перестанет принимать криптовалюту. Затем его примеру последовал Китай, который запретил использовать цифровые деньги для своих организаций. И только биткоин пошел вниз, как Маск опомнился, что на его счету лежит кругленькая сумма этого самого биткоина. Он опубликовал малопонятный твит, и крипта вновь стабилизировалась. Почти $1 триллион. Столько рынок криптовалют потерял за одну только среду, 19 мая. На следующий день показатели продолжили стремительно падать, из-за чего инвесторы назвали четверг красным или кровавым. Обвал произошел после того, как Китай заявил о запрете для своих финансовых и фискальных компаний предоставлять какие бы то ни было услуги индустрии цифровых валют. Самая известная из них, биткоин, в какой-то момент разом подешевела на $30 тысяч до уровня февраля. Другие, такие как Ethereum, Dogecoin и Litecoin, обрушились еще больше. В такой пике они не уходили с марта 2020-го. Впрочем, могло быть и хуже, если бы не Илон Маск. Основатель Tesla и покровитель криптовалют опубликовал загадочный твит. В нем говорилось: «У Tesla есть…», а дальше картинка бриллианта и поднятые руки. Что это значит, никто не понял, но инвесторы восприняли это как знак твердой уверенности миллиардера в цифровых валютах. Это не первый раз за последние месяцы, когда странные записи и реплики Маска сотрясали крипторынок. В апреле биткоин растерял весь свой рост после того, как урожденный южноафриканец заявил, что Tesla больше не будет принимать его в качестве оплаты. Что же до нынешней ситуации, то потрясения на крипторынке уже повлияли и на обычные биржи. Акции самого крупного обменника Coinbase обновили исторические минимумы. Подешевели бумаги и компаний, занимающихся технологией блокчейн, таких как Square и Riot. Впрочем, за этими новостями не стоит забывать, что даже несмотря на обвал на этой неделе, тот же биткоин все равно сейчас стоит в 2 раза дороже, чем 6 месяцев назад. Соглашение между университетом Сколково и технопарком Якутия подписали в Москве. Договорились о проведении в нашем регионе преакселерационной программы «Навигатор инноватора».
В ней бесплатно смогут участвовать студенты, аспиранты, ученые, инженеры, которые ведут разработки в инновационной сфере. Обучение начнется 22 сентября. За несколько дней лекций и практических занятий в командах молодые люди узнают, как продвигать свои идеи перед потенциальными инвесторами и как сделать продукт коммерчески привлекательным. Помогать им в этом будут наставники, в частности, представители сферы бизнеса и образования. Те люди, у которых есть какая-то идея инновационная, получат ответы на вопросы, как нужно эту идею реализовать, как лучше ее реализовать, какие способы различные, получат навыки упаковки этой идеи, продвижения дальше в жизни. И, получается, Сколково дает полный набор перечень, то есть вариантов, как лучше это сделать, где можно взять инвестиции, как Сколково может в этом тоже помочь. То есть такой полный анализ такой. И после этой программы у человека появляется ясное видение, что нужно делать, как нужно делать. Также в Сколково прошла крупнейшая в Европе стартап-конференция для предпринимателей и ученых со всего мира «Стартап Village 2021». Форум приурочили к юбилею полета Юрия Гагарина в космос. Если в прошлом году мероприятие провели в онлайне, то в этом была возможность посетить очные площадки. Своих резидентов на конференции представил и технопарк Якутии. С подробностями наш субкор в Москве Максим Кардозо. Настоящий праздник новых идей. Стартап Village традиционно собирает инноваторов, бизнесменов, ученых со всего мира. Это прекрасная возможность рассказать о своих разработках и найти инвестора. Наши проекты, в том числе и резиденты Сколково, как раз ищут здесь индустриальных партнеров, потому что вот 2 дня здесь работаем, очень много людей подходят. Допустим, вот компания Skyberia, которая обучила машину сканировать снимки компьютерной томографии легких, выявлять автоматически ковидную пневмонию, которая установлена у нас уже в 18 больницах районных в республике и обработала больше 10 тысяч снимков, то есть которая в бою себя очень хорошо показала, заинтересовала коллег из Бразилии. И буквально они прямо обменялись визитками и говорят: давайте, ребята, попробуем запилотировать у нас в Бразилии. Сама система также позволяет автоматизировать рутинные процессы врача-рентгенолога, подготовить описание по определенным шаблонам. Там есть встроенный конструктор протоколов, отчетов. Там время на обследование снимков сокращается. На стартап Village приехали 4 резидента технопарка Якутия. Образовательная платформа «Скиллометр» представила свою инновационную систему, которая помогает анализировать и совершенствовать те или иные навыки специалиста, чтобы сделать его конкурентоспособным на рынке труда. В настоящий момент мы разработали модель, которая способна сканировать рынок труда, выявлять наиболее популярные профессии, исходя из этих данных, генерировать образовательные треки для того, чтобы студенты или образовательные организации могли использовать эти образовательные траектории. Еще один якутский проект, который заинтересовал участников форума, это поисково-спасательный маяк. На различных участках территории, где предположительно потерялся человек, размещаются такие небольшие конструкции, которые издают звуковой сигнал. Мы выяснили, что автомобильный гудок самое лучшее, что может человек услышать в лесу. Эта разработка действительно издает звуковой сигнал на расстоянии где-то 3 километра. Человек его слышит, подходит, нажимает кнопку, и через сеть вот этих маяков мы видим, где он именно находится. Еще больше своих разработок компании из Якутии представили на онлайн-площадках форума. В этом году он проходит в гибридном формате. Об общей сложности 1000 стартапов и специалистов из России, Кореи, Италии, Катара и других стран смогли принять участие в конференции. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Ну а на этом все. Повтор программы ищите на YouTube-канале Якутия24 и в Instagram-аккаунте yak24.ru. До встречи через неделю и всего доброго!